Мне прямо сказали, это заказ Такаева. Посадить меня. Все. Вот на самом деле, в связи с тем, что массовой поддержки не было, Марата посадили в тюрьму. Ну и люди что говорят? Когда говорят, надо поддержать, кто-то пишет, а как мы поддержим? Это справедливый вопрос, потому что люди не понимают, как можно поддержать. Что можно сделать? Если вы готовы поддержать Марата, это вы в челленджах, например, могли бы поучаствовать. Если это вам трудно, если вы опасаетесь, есть еще другая форма поддержки, это финансовая поддержка. Дело Марата на самом деле сейчас очень широко известно и за рубежом. Есть международные различные организации, которые работают в судах ООН, Комитете по правам человека и так далее, добиваются, чтобы там было вынесло решение негативное против Казахстана. И добиться таких решений, чтобы Марата Желамбаева выпустили из тюрьмы. С этими международными организациями, с адвокатами, с юристами обязательно должны контактировать его представители, находящие в Казахстане. Понятно, что те же самые правозащитники, адвокаты должны посещать его в тюрьме, передавать ему просто передачи, одежду, в конце концов, и так далее. На все это нужны финансовые средства. И в стране у нас живет более 20 миллионов человек. Условно говоря, там, если сотни, десятки тысяч просто переведут поддержку 1000-2000 тенге, на эти средства можно организовать защиту Марата Желамбаева и других политических заключенных, организовать судебные процессы в различных международных инстанциях. На все это нужны ресурсы. Некие правозащитники не обладают ни ресурсами, никакими возможностями. Без финансовых ресурсов все это делать очень сложно. Поэтому, уважаемые друзья, вот если вы задаетесь вопросом, а как бы вы могли помочь, отвечаю, помогите сделать свой посильный вклад на поддержку Марата Желамбаева. Партия Алга Казахстан регулярно выставляет свои счета, они ездят к нему в зону, требуют встречи с руководством, там появляются адвокаты и регулярно мониторят его состояние. Поэтому вот я думаю, что вот такую помощь, если вы окажете, вы сделаете большой вклад.